Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Глава Туркменистана принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития. В Ереване прошел концерт туркменской музыки в честь празднования 300-летия Махтумкули Фраги. В Туркменистане начал работу новый посол Панамы и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Марка Боумана. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение укреплению и наращиванию взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе продуктивных связей с авторитетными финансовыми институтами и банковскими структурами. Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что встречи и переговоры с туркменскими коллегами, запланированные в рамках нынешнего визита вице-президента Европейского банка реконструкции и развития в Ашхабад, будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних экономических отношений. На имя президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова поступили послания от лидеров иностранных государств по случаю наступления священного месяца Ораза. В своих поздравлениях лидеры зарубежных стран выражают добрые пожелания в адрес президента Сердара Бердымухамедова и всего туркменского народа. В Ереване состоялся концерт деятелей искусства и культуры Туркменистана, посвященный 300-летнему юбилею со дня рождения выдающегося классика литературы Востока Махтумкули Фраги. В концерте прозвучали произведения классической и народной туркменской музыки. Открыли концерт посол Туркменистана в Республике Армения Мухаммед Гельды Аязов и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуня Гозель Гулманова приняла верительные грамоты от посла Республики Панама Роланда Энрике Баро Ноада. В ходе беседы Гулманова подробно проинформировала посла Панамы об основных направлениях внешней политики Туркменистана, важное место в которой отводится расширению плодотворных связей со всеми заинтересованными странами, в том числе с государствами Латинской Америки. Также большое внимание уделено претворению в жизнь инициированных президентом Сердаром Бердымухамедовым масштабных социально-экономических программ и инвестиционных проектов, нацеленных на неуклонный рост благосостояния туркменистанцев. Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Миредовым подписала 3 международных документа в рамках рабочего визита в Австрию. Так состоялись подписания программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Австрии на 2024-2025 годы, базового соглашения о сотрудничестве между правительством Туркменистана и ЮНИДО, а также меморандума между Университетом инженерных технологий Туркменистана имени Огусхана и Техническим университетом Граца. Более 10 тысяч жителей Праги подписали петицию с требованием назвать новые улицы и парки в честь героев фантазийного эпоса Джона Толкина «Властелин колец». Инициатива касается нового жилого района, строящегося на острове Рохан к северу от исторического центра города. Название острова совпадает с именем королевства из книги Толкина, что вдохновило горожан на данную идею. Мэрия Праги ранее предлагала увековечить в названиях улиц имена известных философов. Однако жители считают, что персонажи «Властелина колец» более символичны для нового района. Японцы представили офисную руку-подушку. Изобретение, созданное для комфортного сна на рабочем месте. В комплекте к подушке прилагается специальный мешок для транспортировки в офис. Примечательно, что в Японии дремота на работе считается нормой и показателем продуктивной работы. У такого сна даже есть свое название – инамури. Полузащитник гонконгского футбольного клуба «Кичи» Руслан Мингазов отправится в расположение сборной Туркменистана на следующей неделе. Об этом Туркменпортал сообщили в пресс-службе туркменской команды. 17 марта Мингазов примет участие в матче 12-го тура чемпионата Гонконга против Шамшуйпо. Напомним, 12 марта сборная Туркменистана под руководством Мергена Оразова отправилась на учебно-тренировочные сборы в Дубай, где началась подготовка к отборочным матчам чемпионата мира 2026 против команды Ирана. 14 марта Туркменистан провел товарищеский матч с Казахстаном. Игра прошла в закрытом режиме и победу со счетом 2-0 одержали футболисты Магомеда Адиева. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.